Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок математики. Сегодня на уроке мы с вами узнаем новое и постараемся помочь друг другу, если в этом будет необходимость. Вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал. Начинается урок. Он, ребята, нам пойдет впрок. Постарайтесь все понять. Про числа с цифрами узнать. Ребята, к нам на урок математики пришла гостья. А кто она и что хочет нам рассказать? Вы сможете это узнать, если правильно отгадаете загадку. Несу я урожаи, поля вновь засеваю, птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, но не касаюсь сосен и елочек я. Кто же? Правильно, это осень. Посмотрите, что принесла нам осень. Осень в гости к нам пришла, много листьев принесла, и листочки непростые, в них задание для вас. Готовы выполнить первое задание осени? Посмотрите на экран. Какие листочки вы видите? Правильно, дубовые и кленовые. Каких листьев меньше? Насколько кленовых листочков меньше? Что можете сказать о числе листьев дуба? Молодцы! Верно! Их больше, чем кленовых. А на сколько? На 1. Что можно сделать, чтобы дубовых листьев стало столько же, сколько и кленовых? Совершенно верно. Убрать 1 лист или добавить 1 лист. Посмотрите, что еще вы видите на доске? Яблоки? Сколько яблок? Конечно, правильно посчитали. 7 яблок. А теперь ответьте на вопрос. Какого цвета 3-е яблоко? Правильно, красного. А желтое яблоко, которое по счету? Молодцы, 5-е. Какого цвета 7-е яблоко? Верно, зеленого. А теперь давайте посчитаем. От 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От 3 до 7. 3, 4, 5, 6, 7. От 6 до 9. 6, 7, 8, 9. От 7 до 3. 7, 6, 5, 4, 3. От 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы! Назовите, пожалуйста, число, которое называют при счете перед числом 4. Перед числом 8. Назовите число, которое называют при счете после числа 8. А после числа 6? Молодцы! Справились с этим заданием. Ребята, скажите, пожалуйста, что мы с вами сейчас сделали?
Да, считали, называли числа по порядку. А для чего нужно уметь считать? Правильно, считать время, чтобы не опоздать. Считаем, когда совершаем покупки. Знание счета необходимо в работе и в повседневной нашей жизни. Итак, первое задание осени мы с вами выполнили. И у нас следующее. Осень предлагает посмотреть вам на экран. Рассмотрите рисунок и расскажите, что на нем нарисовано. Рядом с каждой картинкой нарисована карточка с цифрой. Связаны ли между собой картинка и карточка с цифрой? Да, на карточке записана цифра, которая показывает, сколько предметов изображено на картинке. Ребята, мы будем изучать числа от 1 до 10. Скажите, а что мы можем посчитать осенью? Я с вами согласна. А теперь посмотрите, сколько листьев на экране? Много. А девушка осень у нас на экране? Правильно, одна. Я думаю, вы догадались, какая тема сегодня у нас на уроке математики. Правильно, тема нашего урока много. 1. Сегодня на уроке мы с вами ответим на главный вопрос. О чем можно сказать много или 1? И сегодня мы с вами научимся писать цифру 1. Ребята, с какого числа начинают счет? Верно, с числа 1. Также число 1 называют единицей. Посмотрите вокруг и найдите примеры, количество которых обозначено числом 1. Хорошо. А теперь посмотрите на себя в зеркало. Что у человека одно? Да, конечно, это нос, рот, лоб, голова. Раньше, когда люди только начинали осваивать счет, они считали так. 1 – много. Много означало больше, чем 1. О чем мы сейчас говорим много? Конечно, о том, что не можем сосчитать. Посмотрите вокруг. Чего много у вас в квартире? О каких предметах можно сказать, что их у вас много? Правильно, книг на полке, столов, стульев, ложек, вилок, тарелок и так далее. Молодцы! А теперь посмотрите на слайд. Сколько груш вы видите на этой картинке? А сколько груш на дереве? 2. Посмотрите, ребята, какое время года изображено. Верно, осень. А по каким признакам вы это определили? И вы правы, осенью солнце светит меньше, становится холодно, поэтому дети у нас одеты.
Листья на деревьях желтеют и опадают. Ребята, и это явление называется листопадом. Посмотрите, сколько деревьев в лесу. Правильно, много. А сколько елочек на поляне? Конечно, одна. Сколько листочков в руке у мальчика? Много. А в руке у девочки? Один. Посмотрите внимательно, о чем еще на рисунке можно сказать? Один. Правильно, один домик на поляне, одна девочка, один мальчик, одна корзина. О чем можно сказать много? Вы правы. О грибах, о деревьях, о траве, о листьях на деревьях. Молодцы, справились с заданием. Ребята, для записи чисел используют цифры. А как вы думаете, чем отличаются цифры от числа? Ребята, числа мы называем, а цифры пишем. Посмотрите, как выглядит цифра, с помощью которой записывают число 1. На что похожа цифра 1? Похожа единица на крючок, а может на обломанный сучок. Итак, наше следующее задание, которое приготовила нам осень. Это задание посвящено написанию цифры 1. Сейчас мы с вами научимся писать цифру 1. Откройте тетрадь. Посмотрите, как нужно писать цифру 1 на экране. Посмотрели? На что указывает синяя звездочка? Правильно, откуда начинать письмо? Посмотрите, как я буду ее писать. Из скольки элементов состоит эта цифра? Верно, из двух наклонных линий. Цифру 1 начинаем писать из центра клетки. Введем прямую линию в правый верхний угол. А затем введем руку вниз до середины нижней стороны клетки. Возьмите в руку ручки. Давайте попробуем в воздухе написать цифру. Перед тем, как писать цифру в тетради, давайте повторим вместе со мной правила и выполним их. Я тетрадочку открою и как надо положу на столе. Я от вас, друзья, не скрою. Ручку я вот так держу. Спинку к стульчику прижму. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Цифру 1 начинаем писать. Ставим ручку в центр клетки. Ведем прямую линию в правый верхний уголок, а затем ведем руку вниз до середины нижней стороны клетки. Молодцы! Продолжите работу самостоятельно. Напишите еще 2 раза цифру 1. Посмотрите на экран. Ребята, мы с вами выполнили все задания, которые приготовила
нам наша гостья осень. Молодцы! Ребята, наша гостья осень довольна вашей работой на уроке. Вы справились со всеми заданиями, которые она нам принесла. А вы знаете, что осенью собирают урожай? Да, правильно. И наша гостья осень принесла нам угощение. А что осень нам подарит, вы узнаете, отгадав загадку. Круглая, румяная, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Что это? Да, конечно, яблоко. Ребята, а что нужно сделать перед тем, как скушать яблоко? Вы все правильно знаете и сказали, что его нужно обязательно помыть. Ребята, нужно заботиться о своем здоровье. Молодцы! Вы сегодня хорошо поработали на уроке. Давайте подведем итог. А сколько яблок у нас в корзине? Правильно, много. А сколько корзин? Да, конечно, одна. Спасибо вам за урок. Молодцы! До новых встреч!